Здравствуйте, это новости на Якутия-24. Коротко о главном к этому часу. Ограничения и предписания, связанные с коронавирусом, в Якутии продлили еще на 1 месяц. Работникам Мегино-Кангаласского района не выплатили заработную плату на 2,5 миллиона рублей. Прокуратура выявила свыше 100 нарушений. Фотоконкурс «Золотые руки наших мам» проходит в Нерюнгринском районе. Он приурочен к 45-летнему юбилею столицы Южной Якутии. Ограничительные меры в Якутии продлили до 30 ноября. Соответствующий указ подписал глава региона. Согласно документу, Минздрав совместно с Минобразования должна обеспечить профилактическое медицинское наблюдение за несовершеннолетними, пребывающими и находящимися на территории городских округов и сельских поселений в каникулярное время. Указ также предусматривает приостановление в 2020-2021 учебном году реализации программ доп. Образования и спортивной подготовки до особого распоряжения. Предписания по санобработке предприятий и торговых залов остаются в силе. По данным оперативного штаба региона, за минувшие сутки в Якутии выявлено 192 новых случая коронавируса, в том числе 34 носителя. Якутск – 108 случаев, Намский район – 13, Вилюйский – 11, Нюрбинский – 9, Амгинский – 7, Усть-Алданский – 6. В остальных районах от 1 до 5 заболевших. Летальных исходов от COVID-19 за сутки 3. Лабораториями региона проведено свыше 6 тысяч исследований. Гражданам, получившим обманным путем пособие по безработице, грозит крупный штраф. Специалисты службы занятости региона выявили утративших право на выплату, но продолжавших ее получать. К обманным путям относятся скрытие факта имеющейся работы, предоставление поддельных документов, скрытие факта назначения пенсии, обучение по очной форме в различных учебных заведениях и другие. Справка с завышенным средним заработком. За 9 месяцев сумма незаконно полученных средств составила 561 тысячу рублей. Из них в добровольном порядке возвращено 167 тысяч. Гражданину может быть назначено наказание в виде штрафа в размере до 120 тысяч рублей или в размере заработной платы. Между тем, свыше 100 нарушений в сфере трудового законодательства выявили в Мегино-Кангаласском районе. Задолженность по заработной плате перед 45 работниками составляет 2,5 миллиона рублей. Направлены исковые заявления в суд. Приставы удержали эти суммы со счетов организации и перечислили пострадавшим. В отношении виновных руководителей возбуждено административное дело производства. Назначены штрафы. Внесены пару десяток представлений по различным нарушениям. Последние проверки показали, что проблемы в районе действительно имеются. Например, при проверке строительной организации установлено, что одному из работников начислялась и выдавалась заработная плата ниже минимального размера оплаты труда, так называемой МРОТ, сумма которой у нас в республике не может быть ниже 18 443 рублей. По данному факту было внесено представление. По результатам рассмотрения данного представления нарушение прав постановлено. Работнику сделали перерасчет по неполученным суммам на значительную сумму. Последней проверкой установлено, что в администрации села Ломтука работали 3 граждан в должностях бухгалтера, водителя и специалиста по молодежной политике и спорту. Но с данными гражданами в нарушение требований статьи 15 Трудового кодекса Российской Федерации были заключены гражданско-правовые договоры сроком на 1 год на якобы оказание ими услуг. Сейчас в отношении виновного лица, в отношении главы Наслега будет возбуждено дело о административном правонарушении. Проверки в данном направлении будут продолжены. К другим новостям. Кальяны в ресторанах теперь под запретом. Такую услугу смогут предоставлять только специализированные заведения. Вступили в силу федеральные законы для сохранения здоровья нации. Кафе, ресторанам, закусочным придется убрать из меню кальяны, даже со смесями без никотина. В июле этого года президент Владимир Путин подписал законы, запрещающие продажу несовершеннолетним и использование в общественных местах вейпов, электронных сигарет, кальянов, других товаров с никотином. Документы распространили антитабачные ограничения и ввели административные штрафы не только на всю никотиносодержащую продукцию, но и на устройство для ее употребления. В частности, запрещено курение любых никотиносодержащих изделий в помещениях, составляющих общее имущество собственников комнат в коммунальных квартирах. Это касается теперь и кальянов.
Семьям в Якутии помогут выйти из трудной жизненной ситуации. Пилотный проект «Социальное сопровождение семей» сейчас проходит апробацию, заявили в Минтруде. Пилотный проект проводится на территории Оленёкского и Венкийского национального, Намского, Горного районов и в микрорайоне Кангаласы городского округа город Якутск. На местах совместная работа всех служб будет организована администрациями муниципальных районов. Создаются рабочие группы по реализации проекта по социальному сопровождению малоимущих семей, нуждающихся в социальной поддержке. А в поселениях назначается ответственный специалист. В следующем году по итогам реализации пилотного проекта будет подготовлен соответствующий нормативно-правовой акт. Одной из достопримечательностей современного Аймикони является площадь Победы. Уже 3 года на обновленной, практически заново обустроенной площади проводятся митинги и все значимые праздники. Однако все это время за ней никто не ухаживает. Кто ответственен за площадь, узнала Светлана Поцелуева. Жители Уснеры гордятся площадью Победы и с удовольствием бывают здесь вместе с детьми. Но в последнее время прогулки не приносят былой радости и гордости. У предприятия, реконструировавшего площадь и бравшего на себя все заботы по ее содержанию, сменился руководитель. И теперь мы видим вот такую картину. Памятники нужно не только воздвигать, но и прилагать все усилия для их сохранения. Бережное отношение к памятникам и монументам – это показатель здоровья общества. На мой взгляд, руководство поселка, а также его жители просто обязаны приложить все усилия для сохранения прекрасного мемориального комплекса в его первозданном виде. Горько и обидно за разрушающую бесхозную площадь Победы. Нами, Советов ветеранов, было написано обращение к депутатам районного совета, чтобы не оставили без внимания это наше достопримечательное место. Газета опубликовала наше это заявление, жители прочли. Надеемся, что будет какой-то резонанс. Надеемся, что к 9 мая мы площадь восстановим. Верится, что этот крик души ветеранов будет услышан, решение принято, и площадь Победы по-прежнему будет радовать жителей и гостей райцентра. Павел Комин, Уснера. Якутян приглашают принять участие в этнографическом диктанте, который в этом году пройдет онлайн. Даты проведения с 3 по 8 ноября. Участвовать может любой желающий. Диктант позволяет оценить уровень этнографической грамотности населения и их знания о народах, проживающих в России. В этом году официальный сайт и задания диктанта будут переведены на английский и испанский языки и опубликованы на сайте miretno.ru. Они представляют собой тест, включающий в себя 20 вопросов, единый для всех частей, и 10 вопросов региональный, уникальный для каждого субъекта России. В Амге состоялся вечер памяти в онлайн-формате, посвященный 90-летию заслуженного артиста Якутской ССР Федора Лобанова. Провели онлайн-конкурс на лучшее исполнение его песен. Автор за свою творческую жизнь создал около 90 произведений. 29 вошли в сборник «Комсомол, ты мое счастье». В мероприятии участвовали певцы из Амгинского, Абыйского, Усть-Алданского районов и города Якутска. Участники выступали по 3 возрастным категориям. Гран-при конкурса завоевала музыкальный руководитель детского сада Сардана села Амга Анна Григорьева. Слышала о нем еще с детства. Песни его слышала по радио. «Эн комсомол мен джалум», «Таптыревет сюрягем». Вот эти песни вообще я слышала с детства. На этом конкурсе я исполнила песню Федора Лобанова «Албанат Корсун Вьетнам». Это очень патриотическая песня. Я когда ее разучивала, я прямо прониклась. Там такие сильные слова, музыка очень сильная. И действительно вызывает в человеке патриотические чувства. Песня очень мощная. Фотоконкурс «Золотые руки наших мам» проходит в Нерюнгринском районе. Он приурочен к 45-летнему юбилею столицы Южной Якутии. С конкурсантками пообщалась Екатерина Павлова. Пройдя простую процедуру регистрации на сайте, нерюнгринцы могут пройти необычный тест, в котором им предстоит отгадать, какой героине конкурса принадлежит та или иная фотография с изображением рук. Руки, наверное, женщины, они вообще умеют все. Но и тут в процессе работы, трудно узнать, у некоторых с маникюром, но она на самом деле шахтер. Как это узнать? Сложно же. А маникюр шикарный,
Это же опять определяет женщину. Потому что женщина, она всегда женщина, у нее всегда будут ухоженные руки. Подсказка для участников – небольшое сочинение ребенка, прикрепленное к фото. Дети со знанием дела и с большой любовью пишут о работе своей мамы. «Моя мама – учитель по фортепиано, дети ее любят. Благодаря ее музыке я заинтересовался гитарой и учусь на ней играть». Или «Моя мама занимается отбором и разделом проб угля вручную. Если мама не выйдет на работу, то будет низкое качество угля, а это очень плохо». В нашем городе очень много творческих семей, красивых семей, красивых детей, красивых мам. Ну и как-то вот к Дню матери, к Дню района, к Дню города решили показать, какие профессии есть в нашем городе и какие замечательные мамы там работают. Участники теста, правильно отгадавшие все 15 мам, получат спецприз от организаторов конкурса, подведение итогов которого состоится накануне Дня города и района. Победителя определит генератор случайных чисел. Отдельный приз получит и та мама, чьи руки отгадает большее количество правильно ответивших на фотозагадку. Конкурс «Золотые руки наших мам» пройдет по 31 октября включительно. Екатерина Павлова, Захар Головин, Нерюнгри. На этом пока все. Не забывайте носить маски, дезинфицировать руки и держать социальную дистанцию. До встречи в эфире.